Альхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля ишрафил мурсалин, сайидина Мухаммадин аля алейхи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави в толковании имама Аль-Бабирти. На прошлом занятии мы говорили о том, что Коран является несотворенной речью Аллаху Та'аля, приводили далили, ну и озвучивали хукм того, кто не признает Коран в качестве речи Аллаху Та'аля. Дальше имам Тахави переходит к следующему вопросу, небольшой подраздел акиды, но он тоже в свое время бурно обсуждался между мусульманами, вокруг него были споры. Это лицезрение Аллаху Та'аля. Дело в том, что муатазилиты отрицали возможность увидеть Аллаху Та'аля в судный день. Ахлю сунна валь джамаа утверждали это, но отмечали, что лицезрение Аллаху Та'аля не подобно тому, как мы видим материальные предметы этого мира. И, естественно, имам Тахави, поскольку эта тема была актуальна, не мог ее также обойти стороной. Итак, имам Тахави говорит: «Варру'яту хаккун ли ахли джаннати бигайри ихататин валя кайфия, лима натака бихи китабу раббина, джалла ва аля, вуджухун йома идhin надира, иля раббиха надира, ва тафсируху аля ма арада Аллаху Та'аля ва алимаху, وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد». Смысл этих слов: «Уарру'яту». Ру'яту — видение, лицезрение от глагола ра'a яра. Ра'a — видит, яра — ра'a — видел, яра — видит. Ру'яту — видение, лицезрение. Хаккун — лицезрение Аллаху Та'аля истина, ли ахли джаннати — для обитателей рая, бигайри ихататин валя кайфия. Однако это лицезрение не подразумевает полный охват божественной сущности, валя кайфия, и у него, у этого лицезрения нет формы или образа, который присутствует при том, когда мы видим творение этого мира, когда мы видим материальные предметы. «Лима натака бихи китабу раббина джалла ва аля», так как об этом сказано в книге нашего Господа Всевышнего. «Уджуху йома идhin надира», лица в тот день сияющие, радостные, «иля раббиха надира», на Господа своего взирающие. «Ватафсируху аля ма арада Аллаху Та'аля ва алимаху», и толкование этого аята согласно того смысла, который пожелал заложить в эти аяты Аллаху Та'аля. «Укуллю ма джаа фи залика мин аль-хадис ас-сахихи ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям фахуа кама каля». И все хадисы, которые по этому поводу передаются от пророка саллаллаху алейхи вассалям, то мы их воспринимаем, как в них об этом сказано. «Вама'наху аля ма арада», а смысл этих хадисов точно такой же, который подразумевал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. И имам Бабирти, толкуя этот отрывок, говорит: «Арада ан юthбита анна ру'ят Аллахи Та'аля бил абсари фи дари аль-карари лил абрари хаккун». Имам Тахави этими словами пожелал утвердить, что в судный день обитатели рая, несомненно, увидят Аллаху Та'аля. То есть это истина, и мы все, кто относимся к ахлю сунна валь джамаа, должны признавать это в качестве истины. «Фаяраунаху», и они увидят его. То есть возникает вопрос: а как же тогда мы увидим Аллаху Та'аля? «Фаяраунаху», они увидят его, «ля фи макян», не в каком-либо месте. То есть видение Аллаха Та'аля, лицезрение, не будет связано с местом, поскольку Аллах Та'аля не является предметом
или субстанции материального мира, соответственно, ему не присуще качество потребности вместе, ему не присуще место. «Уаля аля джихатин» и ни в каком-либо направлении. Но направление тоже одна из категорий пространства. То же самое мы отрицаем, что Аллаху Тааля присуще какое-то направление. «Оттисали щуа» и соединением лучей это не связано. Имам Бабирти говорит о соединении лучей в связи с тем, что это одно из условий возможности увидеть предмет в этом мире. Согласно физике, мы все с вами знаем, что мы видим отражение лучей света от того или иного предмета. Поскольку Аллах Тааля не является материей, то, естественно, здесь не может быть речи о том, что в судный день на Аллаху Тааля упадет свет, он от него отразится, и мы таким образом увидим Аллаху Тааля. Не об этом идет речь. То есть лицезрение не подразумевает этого, поскольку свет это он сам по себе махлюк. И как можно представить, что лучи махлюка падают на халиха? Абсурд. Или установлением какого-то расстояния между видящим и Аллаху Тааля. Снова по физике мы с вами знаем, что для того, чтобы была возможность увидеть предмет, он должен быть на доступном расстоянии. И предметы, которые дальше от нас мы видим меньше размером, предметы, которые ближе к нам, мы видим, что их размер больше. И именно это подразумевается в словах имама Тахауи «валя кейфия», то есть нету какого-то образа от слова «кейфа» «как». Мы не можем или нет ответа на вопрос, как мы увидим Аллаха Тааля. Мы можем говорить только, как мы не будем его видеть. ومقصوده الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية. И имам Тахауи, или тот смысл, который в эти слова вкладывает имам Тахауи, заключается в следующем, что мы обязаны признавать возможность увидеть Аллаха Тааля в судный день в основе. Поскольку в Коране об этом сказано, то в основе мы обязаны это признавать. Но наша задача также отказаться от попыток поиска, каким образом мы увидим Аллаха Тааля. Это связано с тем, что мы об этом уже говорили и, повторяясь, говорим, что Аллах Тааля нам подарил в этом мире 5 инструментов. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Но все эти 5 инструментов, 5 органов чувств ориентированы на изучение материи. Нематериальное мы при помощи них познавать не можем. И один из этих инструментов – зрение, один из органов чувств. Мы все с вами в школе изучали физику, и механизм зрения нам известен. То есть для этого нужен орган, который называется глаз. Нервные окончания от глаза идут в затылочную долю головного мозга. Дальше для того, чтобы увидеть предмет, на него должны упасть лучи света. То есть если вообще свет отсутствует, например, темная комната ночью или все зашторено, черным-черно, мы ничего увидеть не сможем. Дальше также условием видения является наличие среды, пропускающей свет, в данном случае воздух. Свет также и в воде распространяется, правда, хуже. Дальше следующее условие видения – это доступность расстояния. Ну и последнее условие видения – отсутствие преграды. Если между нами какая-то преграда, например, вот стена мечети, и через стену мы не видим те машины, которые ездят
по улице проезжают сейчас, или людей, которые проходят, мы их не видим. Стена является преградой. Что касается видения Аллаха Та'аля в судный день, то все эти условия становятся недействительными. Поскольку Аллах Та'аля нематериален, то это и со светом не может быть связано, это не может быть связано и с средой, пропускающей свет, это не может быть связано и с доступным расстоянием и так далее и тому подобное. Но преграда, естественно, не должна быть. Поэтому те законы физики, которые нам в этом мире известны, в том мире, в отношении Аллаха Та'аля, когда мы его будем видеть, совершенно другие законы, все будет совершенно по-другому. بغير إحاطة لأن الإحاطة وهي الإدراك بالجوانب محال على الله لأنه ليس بجسم حتى يكون له نهايات فيدرك بها. Дальше следующий отрывок, о котором говорит имам Аль-Бабирти, بغير إحاطة. Имам Тахауи говорит без охвата. То есть, когда мы видим предметы этого мира, или тела этого мира, субстанции этого мира, наш взгляд ограничивает, видит границы этих предметов. Но что касается Аллаха, он создатель, он не является творением, он не является материальным предметом, поэтому у него не может быть границ. И дальше в конце вот этого отрывка имам Тахауи еще раз об этом говорит. И поскольку у Аллаха Та'аля границ нет, то не может быть речи о полном его охвате. А любой другой материальный предмет при желании, при определенных условиях мы можем охватить своим взором. Несмотря на то, что, если перед нами человек сидит, мы видим его целиком. Несмотря на то, что наша планета Земля, она по сравнению с нами огромная, но если мы на космическом корабле вылетаем с ее поверхности, то мы тоже ее можем охватить своим взором в иллюминатор космического корабля. И так далее и тому подобное. Солнце то же самое, оно больше во много раз нашей Земли. Но мы его охватываем своим взглядом, потому что расстояние до него очень большое. То есть во всех этих случаях мы можем говорить про охват, полный охват взглядом. Что касается Аллаха Та'аля, то в отношении Него мы не вправе говорить об этом. То есть мы не будем охватывать Аллаха Та'аля своим взглядом. Само лицезрение считается допустимым с точки зрения и священных текстов, и разума. Что касается священных текстов, в первую очередь Корана, то аят мы уже зачитали. Это первый наш далиль. Лица в тот день сияющие, радостные, на своего Господа взирающие. Что касается хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то в одном из них сказано: «Иннакум сатарауна раббакум йоум аль-киямати, кама тарауна аль-камара лейлат аль-бадри, ла тудамуна фи ру'ятихи». То есть, воистину вы увидите своего Господа в судный день, точно так же, как видите луну в ночь полнолуния. И не сомневайтесь в том, что вы увидите Аллаху Та'аля. То есть в данном случае пророк сам не говорит о том, что Аллах Та'аля похож на луну. И не говорит о том, что мы будем смотреть на Аллаха Та'аля точно так же, как смотрим на луну. Не об этом идет речь. Речь идет о другом. Речь идет о том, что видение Аллаха Та'аля будет настолько явным и не подразумевающим никакого сомнения, точно так же, как мы видим луну в ночь полнолуния. То есть, если чистое небо, полнолуние, огромная луна, то может ли у кого-нибудь возникнуть сомнение, что луну
возможно увидеть? Никто же не сомневается. Облаков нет, все прекрасно. Глаза у нас нормальные, здоровые. И нет сомнения, да, если это в начале месяца, там можно успеть не увидеть, или в конце месяца, потому что он появляется, месяц исчезает быстро. Что касается полнолуния, то Луна держится долго. И нет никакого сомнения, что мы ее можем увидеть. Точно так же Пророк сам говорит, и в отношении судного дня не сомневайтесь, что вы увидите Аллаху Та'аля. Что касается логического доказательства на основе разума в отношении лицезрения Аллаху Та'аля, то ученые и богословы, которые занимались этим вопросом, привели очень простое доказательство. Все существующее возможно увидеть. И поскольку Аллах Та'аля существует, то его тоже можно увидеть. И не зря Муса, алейхиссалям, в одном из аятов просит у Аллаха Та'аля возможности взглянуть на него. Муса, алейхиссалям, кто он? Пророк. Если бы Муса, алейхиссалям, просил о невозможном, то это было бы либо пустословием, либо говорило бы о невежестве Мусы, алейхиссалям. А признание пророка невежеством уже само по себе может ввести в неверие. Поэтому, раз Муса, алейхиссалям, попросил, то, естественно, речь идет о том, что он попросил о возможном. Соответственно, мы делаем еще один логический вывод, что лицезрение Аллаха Та'аля в судный день возможно. Дальше, по поводу лицезрения, имам Тахау говорит, «Валя надхулу фи залика мутаауилина би араина, валя мутавахимина би ахваина». И мы не углубляемся в этот вопрос, пытаясь объяснить это своим разумом или пытаясь представить это в своем воображении. Почему? Потому что наш разум в основном сталкивается с материальными предметами. Да, есть какие-то эмоции, переживания, чувства, но разум их объяснить не в состоянии. Эмоции, переживания, чувства – это все относится к душе. То, что происходит в душе, разум нам растолковать, объяснить не в состоянии. Точно так же лицезрение Аллаху Та'аля мы своим разумом логически объяснить не можем, потому что наш разум всю жизнь, начиная от рождения, вплоть до смерти, сталкивается с материальными предметами, изучает их, познает, делает какие-то выводы. И не пытаясь представить в своем воображении. Почему? Потому что воображение человека работает с теми предметами, с которыми оно сталкивалось в той или иной форме. Скажем, даже если мы вернемся в средние века и будем говорить о каком-нибудь более-менее образованном жителе Средневековья, который мечтает о том, что человек будет летать по воздуху и воображает, как человек летает по воздуху, то у этого человека все равно есть база, от которой он отталкивается. Он видит, как птицы летают. Поэтому он пытается вообразить полет птицы. То же самое Леонардо да Винчи, у него есть зарисовки вертолета, других летательных аппаратов. То же самое, это связано с тем, что человек сталкивается с чем-то. И воображение, оно основано на том, с чем человек уже столкнулся. Человек в своем воображении комбинирует то, что он уже знает, и получается что-то новое. Что касается Аллаха Та'аля, то он нематериален. Разум человека с Аллаху Та'аля не сталкивался, поэтому представить его невозможно. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
Воистину в безопасности может быть только тот человек в своей религии, только тот человек, который саллама, который отдал на суд Аллаху Тааля и на суд пророка, саллаллаху саллям, доверился, имеется в виду, Аллаху Тааля, доверился знанию Аллаха Тааля и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и отказался от сомнительного знания в пользу тех, кто знает. Под теми, кто знает, имеется в виду Аллаху Тааля. Только Аллаху Тааля знает, как будет происходить это лицезрение. Поэтому для того, чтобы сохранить свою веру, для того, чтобы быть в безопасности, чтобы не выйти за рамки ислама, мы должны отказаться от этого знания, поскольку оно нам недоступно. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على الظهر التسليم والاستسلام. И твердость человека в исламе возможна только после того, как он полностью покорится, подчинится воле Аллаха Тааля. ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. И тот, кто ищет вот это запретное, оно запретно, потому что мы его получить не можем. ولم يقنع بالتسليم فهمه. И тот, кто недоволен покорением, повиновением Аллаху Тааля, хаджабаху марамуху, вот эти его цели закрывают от него халис ат-таухид, чистый таухид, васафиль марифа, и чистое знание, васахих аль-иман, и правильную веру. То есть, если мы будем пытаться углубляться, а как мы увидим Аллаха Тааля, а вот так или вот так, то это будет нас только отдалять от веры. Дело в том, что суть веры как раз в том и состоит. Признавать то, что ты не видел. Если мы ведем речь о каком-нибудь предмете, который мы видим, например, вот ручка, то здесь не может быть речи о том, что мы верим, что это ручка. Про веру здесь не может быть речи, поскольку мы видим, осознаем, можно пощупать, увидеть, проверить какие-то ее качества, поэтому про понятие веры не может быть и речи. Суть веры как раз заключается в том, что мы признаем, даже несмотря на то, что не видели. И вот дальше про этого человека, который пытается углубиться в это знание. «Фаятадабзабу» – этот человек колеблется, то есть он неспокоен, он начинает колебаться. Муасвасан, подвергаясь всяким наущениям. Таихан, блуждая. Шаккан, в сомнениях. Заиган, уклоняясь от или отклоняясь от истинного прямого пути. Ля му'минан садихан, и этот человек не будет в таком состоянии, не будет искренним, истинным верующим. И в то же время не являясь однозначно отрицающим то, о чем идет речь. То есть этот человек будет вот в таком колеблющем состоянии. То он верует, то не верует, поскольку если он задается вопросом, а как же будет это лицезрение, то это его будет отдалять от веры, поскольку он начинает сравнивать, а как я вижу предметы этого мира, и точно так же, как му'тазилиты, он будет вынужден отвергнуть, сказать, но если мы видим предметы этого мира вот таким-то, таким-то образом, в таких-то, таких-то условиях, а Аллаху Тааля нематериальный, он не такой, значит, его увидеть невозможно. Точно такой же вывод, какой сделали му'тазилиты. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. И не будет правильной вера в лицезрение Аллаха Тааля обитателями рая у того, кто пытается представить ее в своем воображении
или пытается толковать своим пониманием, своим разумом. Об этом мы уже сказали. «Илля битарки та'уили ва лузуми таслими алейхи дин ар-русуль». В одном из аятов «алейхи дин аль-мурсалин». То есть смысл «Илля битарки та'уиль». Только после оставления та'уиля, попыток толкования, ва лузуми таслим, и принятии полного покорения Аллаху Та'аля. «Ва алейхи дин ар-русуль» или «мурсалин». Такова религия посланников Аллаху Та'аля, Аллаху Та'аля. То есть посланники Аллаха Та'аля, алейхимуссалям, они не вдавались в подробности, от Аллаха Та'аля пришла информация, приняли. Пришла информация, приняли. Как, Аллаху алям, мы не способны это познать. «Уаман лям ятаваккан нафи ва ташбих, залля ва лям юсабит танзих». И тот, кто не бережет себя от отрицания и уподобления, тот оступился, и тот не в состоянии правильно уверовать в Аллаха Та'аля. То есть танзих подразумевает очищение Аллаха Та'аля от всех недостатков. Здесь имам Тахави говорит про две крайности, которые в свое время существовали в исламском мире. Одна крайность – нафи. Частично это есть у му'тазилитов. То есть они отрицали те или иные атрибуты Аллаха Та'аля. Отрицание ведет к неверию, поскольку Аллах Та'аля об этом четко и ясно сказал в Коране. От ташбих, уподобление – это вторая крайность. Другие стали уподоблять Аллаху Та'аля созданиями и сказали, что вот так же, как мы предметы в этом мире видим, точно так же увидим Аллаху Та'аля. И этот путь ведет в заблуждение, и этот путь тоже ведет в заблуждение. Поэтому имам Тахави говорит, что и этот путь отдаляет от истинного познания Аллаха Та'аля, и этот путь, поскольку истинное познание Аллаха Та'аля подразумевает полное очищение Аллаха Та'аля от недостатков, полное очищение Его от подобия созданием, полное очищение Аллаха Та'аля от материальных категорий. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. Воистину наш Господь Всевышний описывается качествами единства, уникальности. То есть уникальность подразумевает, что нет ничего подобного Аллаху Та'аля. Ни в сущности, ни в сифатах, ни в действиях. То есть, какую бы материальную категорию мы ни взяли бы, цвет, масса, пространство, запах, составность из частей и так далее и тому подобное, все они не присущи Аллаху Та'аля. «Лейса фи ма'на ахадин мин аль-баррия». И ни одно из созданий не похоже на него, или наоборот, Аллаху Та'аля не похож ни на одно из своих созданий. «Та'аля Аллаху азза ва джалля ан аль-худуди валь-гаят валь-аркани валь-а'даи валь-адават». Аллаху Та'аля превыше того, чтобы у него были границы, рамки, какие-то органы и инструменты. Почему? Потому что все это является качествами создания, и все это является недостатком. То есть, если у меня есть какие-то границы, то я занимаю только вот это, и моя власть на все остальное не распространяется. Скажем, директор какого-то завода, несмотря на то, что он является директором, он на самом деле контролирует только то пространство, которое сам занимает. И то контролирует временно. Уехал он с завода, он не знает, что там творится. Может, какой-то его работник в это время спит. Даже если камеры везде повесить, в принципе, и камеру можно обмануть. Если на камеру подать соответствующий сигнал, то работник, допустим, себя записывает, что он сидит на рабочем месте, потом подает этот сигнал циклически на камеру, и камера постоянно показывает один и тот же образ. Директору кажется, что
человек работает, он на самом деле спит. Даже так можно обойти. Поэтому вот директор этого завода фактически свой завод по сути не контролирует. Да, у него есть менеджеры, которые руководят этим заводом, но на самом деле и они могут отъехать, и они невозможно же весь день следить, скажем, если у тебя 1000 рабочих, невозможно же каждый день или каждую секунду над каждым из них сидеть и смотреть, насколько он продуктивно работает. А там рабочий немножко отвлекся, и вот брак пошел, например. То есть это говорит о отсутствии контроля. Поэтому, если бы Аллах Та'аля обладал какими-то границами, то это говорило бы о том, что на остальной мир власть Аллаха Та'аля не распространяется. На самом деле это не так. У Аллаха Та'аля нет границ, поэтому Он своей волей, своим могуществом, своим знанием объемлет все. Точно так же Аллах Та'аля не нуждается в органах. Органы нам помогают делать те или иные дела. Ногами мы ходим, глазами видим, руками делаем то, что нам нужно, ушами слышим. Но это все опосредованно. Если у нас в каком-нибудь органе появляется изъян, то у нас появляется барьер здесь. Либо человек видеть не может, либо слышать, либо какие-то дела делать, либо куда-то ходить. Поэтому Аллаху Та'аля не могут быть присущи органы и инструменты. «Ля тахвихи аль-джихату сит касаир аль-мубтадаат». И завершает вот этот раздел имам Тахави словами: «Не объемлют его 6 направлений пространства, как объемлют создание». Мы знаем, что наш мир трехмерный, в котором мы живем, и трехмерность подразумевает 6 направлений: вверх, вниз, вправо, влево, сзади, спереди. Имам Тахави говорит, что вот эти 6 направлений пространства не объемлют Аллаха Та'аля, поскольку это снова является категорией, присущей творениям. Скажем, у вот этой подставки для чтения Корана есть перед, зад, право, лево, вверх, вниз. Мы же не можем Аллаха Та'аля сравнивать с подставкой для Корана. Она материальна, и любой предмет материальный. Тем более, что понятие вверх-вниз, право-лево, право-лево еще, скажем, в космосе оно может быть, а вверх-вниз уже отсутствует, например. Взад-вперед тоже очень относительно. Для человека оно есть, а для какого-то, скажем, может быть, летательного аппарата универсального, который может в любом направлении перемещаться, то перед, зад, лево, право уже тоже они теряют смысл. Таким образом, мы приходим к выводу, что чтобы мы не узнавали из священных текстов, мы должны отрицать наличие материальных категорий у Аллаха Та'аля. Аллаху Та'аля ни на что не похож, как сказано об этом в аяте: «Лейса камитхлихи шей». Нет ничего подобного ему. Ихтибар разрешен рахмат.